Профилактические визиты сотрудников МЧС перед началом учебного года обязательные. Список начинается с первой Назрановской школы. Сотрудники надзорной службы проверяют наличие огнетушителей, их состояние, исправность сигнализации и пожарных гидрантов. В хорошем состоянии проверены. Датчик давления тоже. Раструб, ЧК на месте. Пусковой рычаг тоже исправно. Исправно, хороший огнетушитель. Особое внимание специалисты уделяют и путям эвакуации. Важно, чтобы обозначенные на схемах выходы были доступны в случае ЧП. Данная дверь считается эвакуационной. Ведет у нас помещение столовой непосредственно наружу. Закрывается изнутри. Также открыть можно без ключа, чтобы имелся доступ. Данная дверь тоже исправна. Открывается, закрывается. Огнетушители заправлены, двери свободно открываются и сигнализация работает. Только убедившись в этом, сотрудники дают положительные заключения школе. Персонал заведения старается работать с сотрудниками надзорной службы в тандеме, потому что безопасность детей для них на первом месте. Каждый раз проверяем пожарную систему. Если она не исправлена, стараемся. У нас есть обслуживающие организации, которые обслуживают, смотрят исправности. Они приезжают, значит, исправляют, делают исправление, уезжают. В принципе, было все нормально пока. Наличие первичных средств пожаротушения и не только. А на очереди у надзорной службы Назрановская 8-я школа. Процедура проверки та же. МЧСники дотошно обследуют каждый противопожарный элемент, потому что мелочей здесь нет. Сейчас средство передает информацию в пожарную часть. Они проверили. Исправно, да? Да, исправно. Они проверили, потом сразу нам отзвонились, оттуда сигнал поступил, они сразу приехали. Пожарной части сверялись? Да, сверяют. Документ, акт ждали, они проверки? Да, посмотрим. Сотрудники МЧС доводят до руководителей учебных заведений основные требования пожарной безопасности. После срабатывания сигнализации у педагогов есть всего несколько минут, чтобы вывести детей из здания. А значит, все должно быть исправно в случае чрезвычайной ситуации. Понимает это и руководство учебного заведения. Сейчас они спешно меняют вышедшие из эксплуатации огнетушители. Первое, что это чтобы у нас были огнетушители в порядке, чтобы они были в рабочем состоянии. Также ведется работа и по пожарной сигнализации, по стрелец-мониторингу. Все условия для того, чтобы безопасность детей была соблюдена. Все это мы соблюдаем, стараемся, чтобы у нас все это было в норме. Сегодня процедуру приемки надзорной комиссии прошли 3 школы. И хотя этот визит носит профилактический характер, сотрудникам указали на недочеты, которые предстоит исправить. Выезжаем на каждый объект, проводим такой профилактический визит, подсказываем руководителям объекта, что у них неисправно. В основном, конечно, в год мы проверяем около 3 раз объекты. Это плановое, внеплановое, и также по требованию. В основном у нас получается проверять. То, конечно же, нарушения постоянно под наблюдением. Грубые нарушения не допускаются, а такие режимного характера нарушения. Это уже в ходе, когда обследование даже идет руководителями и ответственными за пожарную безопасность, на месте уже сразу устраняется. В одной школе был неисправный огнетушитель, который буквально ответственный за пожарную безопасность. Отправляли его на проверку, было проверено, но давление упало. Может быть, он и исправлен, но датчик давления показывает, что на красном делении, что там давление упало. Конечно же, его надо заменить немедленно и отправить на проверку. Повысить уровень противопожарной безопасности школ, а их в Ингушетии 134. У руководства учебных заведений есть еще время для устранения существующих недочетов до 1 сентября. Тамара Хшагульгова, Магомед Таскиев, Новости 24.